Это еще что за дела? Что за чертовщина творится? Чертовщина? Вечно кому попало приписывают мои заслуги. Кто это? Ты где? Да не ори, и без тебя голова болит. Здесь я. Прекрати изображать из себя ящерицу. Ты от меня никуда не денешься. На самом деле я в тебе. Что? Это какой-то розыгрыш? Ну, начиналось это все по приколу, да. Я решил опробовать новое заклинание и 3 бутылочки текилы. Текила вошла первой, дальше все помню смутно. Вообще я должен был перевоплотиться, но, видно, перепутал слова, или, может быть, не выговорил толком. Текила, знаешь ли, этому не способствует. Очнулся я уже тут, в тебе. Ты хоть понимаешь, как это звучит? Ты себя-то видел? Менее эротичный, чем тебе хотелось бы. Ты кто вообще такой? Трикстер. Кто? Что, совсем никаких ассоциаций? Я плохо разбираюсь во всех этих новомодных штучках. Этой новомодной штучки несколько тысяч лет, если что. Значит так, смотри сюда, объясняю кратко. Можешь считать меня божеством. Буду считать себя божеством. Ладно, допустим, приврал чуток в резюме. Но я магическое создание, это ты должен был сообразить. Специализируюсь на обмане, коварстве, мистификациях, крушении надежд, свержении героев и иногда сделках с недвижимостью. Магии в мире осталось не так уж много, а клиентов нужно удивлять. Вот я и экспериментирую с новыми заклинаниями. Одно из них и забросило меня в тебя. Почему именно меня? Я тебя даже не знаю. Слушай, ты серьезно думаешь, что я предпочел бы тебя, если бы у меня был выбор? Должна быть причина. Думаю, простейшая. Я развлекался этим в соседнем здании, а ты единственный, кто был рядом тут в 5 утра. Кстати, а что ты тут делал в 5 утра? Не твое дело. К работе готовился. У меня частная практика психологической помощи. Прикольно. Это не прикольно, это важно. Если ты во мне, почему я тебя вижу? Потому что я так хочу. Имей в виду, видишь меня только ты, так что не вздумай тыкать меня перед своими клиентами. А то ты, психолог, познакомишься с психиатром. Здесь могу только я. Слышать? Это уже по моему желанию. Не вижу причин не воспользоваться твоим голосом. Тут тебе скучновато. Развлекаюсь как могу. Когда ты из меня вылезешь? Я без понятия. Может сегодня, может лет через 10, а может мы вместе до конца твоих дней. Я-то бессмертный. Я не могу так жить. Сколько времени? 10 минут 6. А жить придется. Я пока никуда не денусь. Неожиданно зазвонил телефон. Сколько времени? 10 минут 6. А жить придется. Я пока никуда не денусь. Если тебе от этого легче, могу твое сознание заглушить, чтобы ты, значит, не страдал муками бытия. Буду сам твоим телом управлять. Не смей. От этого точно не смей. Ну, не то чтобы ты мог меня остановить. Ну ладно, в качестве компенсации пока не буду. У меня через 15 минут клиентка. Круто. И что мы с ней будем делать? Я говорить, ты ничего. Сказал же, у меня частная практика. Ко мне приходят люди, которым нужна психологическая помощь. Это уже травмированные люди. Последнее, что им нужно, это общение со злым духом. Я не злой дух. Я гораздо сложнее. Тем больше причин держаться от моих клиентов подальше. Просто молчи, понял? Первая клиентка сложная девушка. Мы с ней уже почти год работаем, а я все никак не могу ее вывести из депрессии. Можешь посидеть тихо? Да без проблем. Ты согласился подозрительно легко. Пока ты будешь тянуть репку из болота депрессии, и я покопаюсь в твоих воспоминаниях. А если я скажу, что я против? Ну, Что-нибудь изменит? Ну, у тебя не так уж много вариантов. Или я копаюсь в твоих воспоминаниях, или пристаю к твоей депрессивной клиентке. Копайся. Все, я пределен, а ты пока твори добро. Здравствуйте, Ольга. Как вы сегодня? Не помогло. Что именно? Все, что вы советовали. Я просила вас выписать мне антидепрессанты, а вы какие-то витаминки прописали.
Ольга, вы не совсем понимаете, что такое депрессия и антидепрессанты. Депрессия так часто у нас в слуху, что кажется привычно и распространенной. На самом деле это серьезное заболевание, которого у вас нет. Я, наверное, лучше знаю, что у меня есть, а чего у меня нет. Я каждое утро просыпаюсь и уже ненавижу этот день, который будет сегодня. У меня нет семьи, и я терпеть не могу свою работу. Меня тошнит от того, что я скоро приду в офис, и там будут эти тупые бараны. И будет все одно и то же, день за днем. А вы прописываете мне витаминки. Ольга, вы недовольны своей жизнью не потому, что у вас депрессия. А если это не депрессия, то почему же мне тогда так не нравится моя жизнь? Да потому что ты овощ, баклажан заданный, растение. Что? Простите, я отойду на секунду, один момент. Ты что творишь? Ты с ней слишком мягок. Она моя пациентка. Она ходит тебе уже почти год, и ничего не меняется. Слушай, если бы ты был ушлым пройдохой, который хотел бы вытянуть из нее побольше денег, я бы слова тебе не сказал. Но ты же добрый малый, ты действительно хочешь вылечить ее, вернуть к полноценной жизни, а витаминками и уговорами ты этого не добьешься. Знаю, что делаю. Кое-что ты действительно знаешь. Например, то, что проблемы на ее симпатичную попку навлекает не менее симпатичная голова. Тут нужны жесткие меры, чтобы разорвать этот замкнутый круг. Да ты ничего не знаешь о ней. Я знаю все, что знаешь ты. Помогли твои воспоминания. Сейчас я покажу тебе, как с таким надо разбираться. Не смей. Без обид, но мне не очень-то сложно забрать у тебя это тело. Я не буду делать это часто, а вот сейчас преподам тебе урок. Может, сразу он тебе и не понравится, но в жизни пригодится. Наблюдай. Телефон убери, мы свою душу спасаем. Что? Сейчас, мне тут надо ответить на комментарий. Ой, что с ним? Отключился? И не включится. Это вы и сделали? Да, а должна была сделать ты, когда пришла сюда. Знаешь, почему ты этого не сделал? Да по какому праву? Вы меня тыкаете! Тыкать я еще и не начинал, поверь мне, ты бы почувствовала разницу. Сиди и слушай. Я не собираюсь этого терпеть. Хочешь знать, почему ты не отключила телефон? Почему? Да потому что тебе все это нафиг не нужно, вся эта психологическая помощь, да и любая другая помощь. Для тебя это просто лишняя тема для разговоров с подружкой. Пожалейте меня, я его даже к психологу сходил, уважаемому человеку, но и он не смог мне помочь. Видимо, я обречена. Пойду вышью себе саван с желтым и зеленым бисером, а вы мне на день рождения подарите сертификат на кладбищенский участок. У меня тяжелая жизнь. У гусянов, которого выращивают на фуагра, тяжелая жизнь. А у тебя простое и легкое существование. Настолько сладкое, что тебе самой хочется добавить в него хоть немного специй. Но поскольку ты еще и ленивая, ты привлекаешь внимание примерно как капризный годовалый ребенок. Давишь на жалость слезами и воплями. А ведь тебе 31 год. Мне 28. Это в карте ты написала про 28, но мы оба знаем, что тебе 31. Твоя биография это больше мифотворчество, чем легенды, которые составляют обо мне. Ты усвоила, что у несчастной девушки должна быть детская травма. А где же тебе ее взять, если ты поздний ребенок, с которого родители пылинки сдували? Но это же так скучно, поэтому ты загадочными намеками сообщаешь всем, что в детстве тебя игнорировали, а питалась ты все чаще тем, что нашла между диванами подушки. Я такого никогда не говорила. Но делала все, чтобы твое детство выглядело именно так. Мол, тебя родили, бросили куда-то в нижний ящик стола, и только в 7 лет ты увидела белый свет. Мы живем в эпоху, когда модно быть или бунтарями, или несчастными. Ты пытаешься усидеть на 2 стульях, но при этом подсыпаешь себе соломы на случай, если рухнешь. А ты рухнешь. Почему это? Потому что ты не делаешь ровным счетом ничего, чтобы контролировать свою жизнь. Котя, ты типичный представитель своего поколения. Много хочешь, мало можешь, но претендуешь абсолютно на все. Слушай дальше. Ты оттягивала этот момент сколько могла. Но привет, пора признать, тебя нет. Я есть! Ну, как предмет, занимающий пространство. Причем бесполезно. Убрать тебя и ничего не будет, мир не пошатнется, даром ты никому не нужна. Ты это знаешь, бесишься, но не делаешь ничего. Я меняю! Вы и так это знаете! Я хожу на курсы! Курсы личностного роста, ты договаривай. Очень полезная штука. Я, как куратор лжи и обмана, одобряю. Ты искренне обижаешься, когда над тобой посмеиваются знакомые. Они посмеиваются надо мной, потому что у них нет депрессии. У них нет депрессии, потому что у них есть жизнь. Я хожу и на развивающие
развивающие курсы, на творческие. Ну да, ты рассказывала. Последним ты посетила мастер-класс по рисованию баночки от духов акварельными карандашами. Навык, который может перевернуть твою жизнь с ног на голову. А что, я должна сидеть дома и ничего не делать? Нет, ты должна соображать своей головой, а не посещать мастер-классы. Как начать соображать своей головой? Вот представь себе ситуацию. Растет в парке елка. И тут она видит кипарис и думает: Господи ж ты, Боже мой, вот она, моя цель жизни. Спросишь ее, зачем ей быть кипарисом? Не ответит, но будет стараться изо всех сил. Вас послушать, так мне надо принимать, что есть, и вообще не рыпаться. Она еще и слушать не умеет. Да нет, рыпаться очень даже надо, но ты не рыпаешься, вот в чем подвох. Конечно, проще всего обвинить меня во всем. А может, кому-то просто везет, а мне не везет. Поверь мне, куколка, я знаю о везении все. Оно тебе уже отсыпало в 3 раза больше, чем другим. Да, а почему же я тогда не замужем? Почему мне не встретился мой человек? Твой человек – это мужчина с внешностью Аполлона, мозгами Альберта Эйнштейна, зарплатой Билла Гейтса и терпением Махатма Ганди. А не встретился он тебе потому, что его не существует. Не вывели еще такого генетического уродца. Но даже если бы он был, ты-то ему зачем? Как это я? Зачем? Ну, буквально. Он должен меня любить такой, какая я есть. Вот сильно ты кого-то любишь такими, какие они есть. Давай посмотрим объективно. Ты предлагаешь сверхчеловеку вздорную бабенку, избалованную вниманием, вечно недовольную, да еще и не самую красивую. Ну почему это я не самая красивая? То есть все остальные пункты тебя устраивают. Меня подавляет работа. Ну, в работе с тобой тоже не сладко. Ты большую часть дня сидишь в соцсетях, ни черта не успеваешь, а что успеваешь, делаешь небрежно. От офисной герани и той больше пользы, чем от тебя, Оля. Она хотя бы своим видом радует и воздух освежает. Каково это – уступать в карьере герани? Вы должны были мне помочь, а не подталкивать к самоубийству. Я тебя умоляю. Ты себя настолько любишь, что даже ноготь себе не сломаешь. Ты скорее всех вокруг прирежешь, начиная с меня. Я найду себе нормального врача, который мне поможет. А вы, я вам такие проблемы обеспечу, которые и в страшных снах не снились. Оля, непробиваемая шкура носорога. Из-за того, что ей за 31 год не приходилось сталкиваться с проблемами, которые она решала бы сама. Да из-за твоего хамства она никаких уроков не извлечет. Хорошо, что если и в полицию не пойдет. Не пойдет. Она для этого недостаточно взрослая, представь себе. Ко мне она точно не вернется. Сам слышал, что она сделает. Найдет другого специалиста. Она вернется, поверь мне. Да откуда? И раньше, чем ты думаешь. Да откуда ты знаешь? Я о ней знаю гораздо больше, чем ты со своей деликатностью. Забыл, кто я? Потусторонняя будва. Сочту за комплимент. Уясни и запомни, я вижу людей насквозь. Поверь мне, Оленька вернется, прибежит. А сейчас тебе не до нее. В двери твоего кабинета кто-то идет. Можно? Я сегодня чуть раньше пришла, так получилось. Конечно, Светочка, заходи. К ней не лезь, понял? Света еще совсем ребенок, у нее действительно сложная организация. Увидим, ничего не обещаю. Почему ты сегодня пришла на час раньше? Что-то случилось, не так ли? Нет, все в порядке, ну просто так с транспортом получилось. Света, мы ведь говорили об этом. Я смогу помочь тебе, если ты будешь честной. Вы поссорились с Женей? Немножко, совсем чуть-чуть. Он ей плюху отвесил от щедрот своих. Что? Женя начал тебя бить? Откуда вы знаете? Почему ты не сказала мне? Я не хотела вас расстроить, доктор. Света, мы проводим эти сессии не для тебя, а не для меня, чтобы помочь тебе. Я никому не раскрою твои секреты и не буду осуждать тебя за них. И я буду. Когда Женя начал тебя бить? Почему? Ну я бы не назвала это прям бить. Сегодня всего один раз, первый. И это был даже не удар, а так, пощечина открытой ладошкой. Ладошкой, как мило. Можно подумать, она замужем за гномом.
Женя, кажется, и сам не понял, как это произошло. Но я не хочу, чтобы так было. Все эти скандалы. Теперь еще и вот. Я не знаю, что мне делать, чтобы это все прекратилось. Ничего. В смысле? Я же просил тебя не лезть. Да ты не справляешься. Ты ничего не должна была делать, чтобы мужик тебя не бил. Никто не должен. У мужиков есть такая опция – не бить женщин. Она должна стоять на одной полке с сознанием о том, что если треснуть по хрустальной вазе, она разобьется. Но это был же даже не удар. Не представляете, пожалуйста, Женю, как какого-то монстра, который избивает женщин. Поверь мне, я знаю толк в монстрах. Женщин чаще избивают не они, а бескребетные существа, которые боятся тех, кто хотя бы равен им по силе. Ну да, допускаю, что твой Женя вмазал тебе случайно, потому что решил, что у него не руки и даже не лапы, а крылья. Но он-то хоть извинился. Так а зачем извиняться? Это ведь было случайно. Ну ты получила рукой по лицу. Не дави на жертву. Я не жертва. Вы же знаете, что у нас с Женей не такие большие проблемы по сравнению с большинством пар. Ну да, проблемы небольшие, размером с Килиманджаро. Ты сильна в географии? У нас все хорошо начиналось. Это просто сейчас. Ну чуть-чуть надо поработать, и все. Ну да, жили-были вчерашняя школьница и мужик, который ее на 11 лет старше. Да, это достойное начало. Он у тебя был чистой любовью. Ты у него пора бы, Светик, понимаешь? Пора бы. Ты лучше всего подошла по заданным критериям. Он видел, что взял маленькую девочку и не питал на твой счет особых иллюзий. Он просто воспитывал тебя. А теперь, 5 лет спустя, когда птенчик оперился и захотел полетать, муж твой шумильчик в легкой панике. Наши отношения – это просто любовь, которой нужно немножечко помощи. Ну да, вы не безнадежны. Да, Женя хочет, чтобы я изменилась. А я хочу, чтобы смертные снова возводили мне храм и приносили в жертву коз. Что ты несешь? Я пытаюсь показать, что не все наши желания сбываются. Не все и должны. Ладно, у меня для тебя 2 новости. Хорошая и плохая. Я вам верю, доктор. Да ты всем подряд веришь, поэтому проблема. Не суть, ладно. Хорошая новость. Тебе и шумимужу помочь можно. Плохая. Это вы должны хотеть вы оба и оба быть здесь. Но Женя никогда на это не пойдет. Тогда Женя пойдет нафиг. Правда? Думаю, мне пора. Сиди и слушай. Да, у вас все не безнадежно. Шумный муж тебя где-то как-то любит. Ты его, понятно, всем своим овечьим существом. Но он уже творит дурь, а ты этого не пресекаешь. Мне кажется, все не так плохо, доктор. Ну да, у тебя ведь даже пощечина так шлеп ладошкой по личику. Это была случайность, которая больше не повторится. Повторится. Ну почему? Потому что ты 1 раз ничего не скажешь, 2, и он усвоит, что тебя можно воспитывать как собаку. Когда получишь свернутой газетой по заду, не удивляйся. Не знаю. Я не думаю, что это вообще возможно. Не уверена. Давай договоримся так. Если с сегодняшнего дня твой шумный муж станет паинькой, начнет говорить тебе комплименты и носить на руках, окей, ты была права, больше не приходи. Но если его ладошка вдруг снова налетит на твое лицо, ну дай ему хотя бы сдачи. Этим ты как минимум устроишь ему сюрприз. Такие, как шумный муж, сюрпризы не любят. Он захочет узнать, кто тебя этому научил, и вот тогда ты приведешь его сюда. Не думаю, что так получится, доктор. Скоро увидимся. Ты безнадежен. А за тебя я безнадежен. Как необычно, почти неузнаваемо ты произносишь это волшебное слово «спасибо». За что, интересно, мне тебя благодарить? За то, что выполняю твою работу. Ты отпугнул одну мою клиентку, а на вторую навел неприятности. Оля еще вернется, а робкой малышке это нужно. Я никогда не встречался с мужем Светы, но по ее словам уже могу сказать, что это достаточно сложный человек. Если она попытается оттолкнуть Евгения, это может разозлить его. Он не сумеет защититься. Поверь мне, сейчас она много может. Так, что ты наделал? Я всего лишь одолжил ей в аренду силу боксера-тяжеловеса. Бесплатно, заметь. Ты представляешь, во что втянул Свету? Да ничего ей не будет. Шумный муж попытается надавать ей по щекам. Она его толкнет, и он бодрой ласточкой пролетит через всю комнату. Но Света не готова к такому. К хорошему быстро привыкают. А шумный муж наверняка захочет узнать, кто научил ее такому шикарному хуку справа. И вот они оба у твоих дверей. И благодари.
Все это ты знаешь. А что делать? Я еще помню золотые времена, когда главной проблемой человечества было удрать от саблезубого тигра и не утонуть в навозе мамонта. Тогда, поверь мне, не было этих ваших экзистенциальных кризисов и сложной душевной организации. Но теперь, когда вам больше не страшно, и вы не рискуете внезапно умереть, потому что найденная в лесу ягодка оказалась не такой уж замечательной, вы придумали себе проблемы, как раньше придумали богов и демонов. Твое существование доказывает, что кое-какие недели угадали. И с проблемами тоже. Ну ладно, я их решу. Все равно мне больше делать нечего. Что они теряют? Возможность провести еще лет 100 в твоем клубе общения. Сомнительная перспектива. У меня для Светы был готов план лечения. Смотри-ка, план-то рассыпался. Я, конечно, понимаю, что тебе нравится тут ползать, собирая осколки чужой жизни. Но тебе работать-то надо. У меня, между прочим, на сегодня еще новый клиент записан. Я ничего о нем не знаю. Мне сложно определить, насколько все серьезно. Поэтому, умоляю, постарайся ничего не испортить. У нас с тобой такое разное представление о слове «портить». Здравствуйте, Максим. У меня горе. Вы достаточно прямолинейный. Ты что себе позволяешь? Поверь мне на слово, это мой клиент, а не твой. У меня сейчас непростой период. Мы расстались с девушкой, и я не знаю, как мне жить дальше. Мы с Машей познакомились весной прошлого года в парке. Мы с ней очень быстро и легко сошлись. Вместе жили, купили машину, строили планы на будущее. А потом она ушла. Я толком не живу, не работаю, я даже начал думать о самоубийстве. Знакомая посоветовала сходить к вам. Звучит пафосно, док, но вы моя последняя надежда. Что посоветуете? Добавить в историю то, что Маша теперь счастливо живет с новым хахалем, и это убивает тебя изнутри. Что, простите? Драмы еще плесни, драмы не хватает. Не дотягиваешь до уровня тех девочек, которые пишут комменты в твоей инсте. Да и над деталями ты поработал паршиво. Сразу понятно, почему тебя вышвырнули в журфак на этом курсе. Неплохо. Я ожидала, что рано или поздно ты меня раскусишь, но, признаться, не думал, что это произойдет так быстро. На чем же я прокололся? Во-первых, не дерзи. А во-вторых, ты решил идти двумя дорогами сразу, а надо было выбрать что-то одно. Либо полную банальщину, либо более адекватную историю. При полной банальщине можно было оставить девочку Машу, но сказать, что вы встретились не просто в парке, а под ветвями цветущей сакуры под теплый летний дождь. Сакура цветет весной, а не летом. Я идею подал, а ты додумывай, несешь мне за тебя разжевывать. А если хотел более правдоподобную историю про скорбящего неудачника, потрудился бы найти имя посложнее, чем Маша. Люди встречаются с Машами, между прочим. А фамилия у нее какая была? Иванова. Намек понял. Как вы догадались? Узнали меня? Не нужно быть Станиславским, чтобы не вестись на эту паршивую. Ну и да, ладно, я тебя узнал. Ты журналист одного скандального портала, блогер, инстаграмер. То есть условно безработный бездельник. Можно без оскорблений. Поверь мне, от меня это не оскорбление, а комплимент. Ты обманщик 21 века, достойный продолжательного дела. Заметьте, не я назвал психологов обманщиками. А я и не про психолога сейчас говорю. Я весьма разносторонняя личность. Ну ладно, поговорим о тебе, раз уж ты оплатил сеанс. Ты циник. И не тот циник, с которым неплохо бы выпить пиво и потолковать о жизни, а нудный циник. А вы точно психолог? Я гораздо лучше. Ну чем же? Я бы мог тебе помочь. Я похож на человека, у которого есть проблемы. Больше, чем ты думаешь. Цинизм и язвительность – это две охотничьи псины, которых нужно держать на поводке твердой рукой. А иначе они вырвутся и сожрут тебя изнутри. Хотите знать, зачем я здесь? На самом деле. А я это и так знаю, но пытаюсь тебе объяснить, зачем ты должен сюда ходить. Зачем ты должен сюда ходить упрямо девственным. То есть я должен восхищаться вами и изливать здесь душу, потому что от цинизма умираю. Нет, от него чаще остаются в полном одиночестве и начинают ненавидеть весь белый свет. В прошлом такие, как ты, начинали войны, потому что им нечем было себя занять. Они мне нравились больше. Но у тебя таких творческих возможностей нет, и ты ограничиваешься тем, что воюешь с целым светом, строча злобные записи в интернете. Такую тираду было бы выгодно закончить вопросом. Я прав? А я и так знаю, что прав. Все же зачем вы здесь? Вот тебе обязательно лезть и все портить, да? Обязательно, потому что это мое. Будет меня за переиграние слов, даже ведь.
Я понимаю, что в мире хватает мошенников. Примерами для подражания становятся те, у кого больше подписчиков в сети, а не те, кто добился чего-то важного. И на фоне этих людей вы решили разоблачать меня. Вот часто ищи мимо кассы со своим благородством. Он из тех, кто меряет счастье подписчиками в сети. Вы вообще трезвый? Или для вас это нормально, разговаривать с самим собой? Психолог, параноик. Даже лучше, чем я думал. Этой вашей аферой вы подставляете даже не меня, а всех тех, кто ко мне приходит. Да что ж ты все розовые доспехи не снимешь, рыцарь хренов. Они еще скажут мне за это спасибо. Но вряд ли их спасибо так же важно, как деньги, которые ты надеешься получить за статью. Может и так. Самое время пригрозить мне суду. Обойдешься. Ну или тогда, может быть, небесным возмездием, кармой. А вот насчет кармы я подумаю. Это даже скучно. Что ж, надеюсь, станет веселее, когда статья выйдет. Ты что творишь? Да что хочу. Ты бы, кстати, и поучился. Знаешь, я слышал легенды о том, что злые духи рушат чужую жизнь. Но и предположить не мог, что это случится со мной. Когда это, интересно, жизнь твою начала разрушать? А разве не этим ты сегодня целый день занимаешься? Ты спугнул моих постоянных клиенток, теперь ты втянул меня в эту историю с журналистом. Я тебя втянул? Как бы ты, интересно, справлялся с этим без меня? Я бы нашел плюс. Да ни черта ты не нашел. Когда человек хочет использовать твои слова против тебя, он это делает. Хоть ты молитву читай. А разве не это он теперь делает? Ты рано паникуешь. Я бы, конечно, порекомендовал тебе сходить к психологу, но такая ирония слишком примитивна даже для меня. Значит, слушай и запоминай. Оленька вернется. Она настолько боится перемен в своей жизни, что будет ходить к тебе по инерции. Ты хоть раз видел, чтобы растение пересаживало само себя в другой горшок? Вот и я о том. Света притащит своего шумимужа, и вот тогда ты сможешь попрактиковаться в спасении заблудших душ. А от важного журналиста Кошкина и вовсе ожидает сюрприз. Нет, подожди, 3 сюрприза. Это какие же? Первый. Его скрытая камера перестала снимать еще до того, как он пришел сюда. Второй. Его диктофон отключился, когда ты сказал ему «здравствуйте». Только это он и записал. А третий... о третьем сюрпризе я позволю рассказать самому Максиму, когда он явится сюда снова. Ты не можешь быть уверен, что все произойдет именно так? Поверь мне, я знаю наверняка, а скоро убедишься и ты. Я могу между делом узнать, почему ты не идешь домой? Или это слишком интимно? Последний вопрос надо было задавать до того, как ты влез в мое тело. Не переводи тему. Я не иду домой не из-за тебя. Ты неведомая мистическая дрянь, которую я не могу подпустить к своей семье. Но, похоже, для твоей семьи это не новость, что тебя нет. Или в тебя часто поселяется неведомая мистическая дрянь. Часто работаю. Тебе тоже следовало бы завести такую привычку, а не по пьяни испытывать новые заклинания. Ты слишком скучный, а семья – это весело. Вот иди и заведи свою. Я могу твою забрать, если она тебе не нужна. Не смей приближаться к ним. Я не говорю, что мне не нужна семья. Тогда почему ты бегаешь от них? Я от них не бегаю. Просто я там, где полезен, на работе. А семье я уже зачем? Дети взрослые, жена самостоятельная. Что я могу им дать? Свое время. Вы вообще, люди, редко и медленно доходите до простого понимания. Нет ничего ценнее времени. Когда это ты философ заделался? Веке так в 15-м, но мне быстро надоело. Считаешь, я не прав? Считаю, что ты понимаешь в людях меньше, чем пытаешься изобразить. Да, тогда мне остается ждать, пока жизнь докажет тебе обратно. И когда же это будет? Да вот прямо сейчас и начнется, смотри, уже утро. Правда, утром? Так и жизнь свою проморгаешь. Ой, замолчи, убирайся вон. Нет уж, мне тут начинает нравиться. Ольга врывается в кабинет быстро и без стука. Ты что сделал? Я тебя спрашиваю. Что ты, блин, со мной сделал? Ха-ха-ха. Что здесь происходит? Ты ему еще и смешно. Ты скажи мне, что ты сделал? Ольга, я вас не узнаю. Не понимаю, о чем речь. Не понимаешь? Не понимаешь, да? Ольга достает из сумки пачку мятых зеленых листьев и швыряет их в психолога. Вот! Как это, по-твоему, называется? Герань, кажется. Ты издеваешься? Ольга,
Прошу, сохраняйте спокойствие. Сделайте глубокий вдох и скажите, чем именно вам не угодила эта несчастная герань? Тем, что она растет на мне. Простите, я, кажется, не то услышал. Все вы правильно услышали. Не придуривайтесь. На мне растет герань. Герань, твою мать! Ольга! Как есть! С чего вы взяли, что это связано со мной? Да и как на вас может расти герань? Это уже какой-то бред. Бред? Бред, да? И так по всему телу. А началось это вчера, после встречи с тобой. Ты сказал, что от герани пользы больше, чем от меня. И вот, пожалуйста, сначала у меня просто спина чесалась. Мне показалось, что это раздражение на коже. Я пошла в туалет посмотреть, а там листик. В туалете? На мне! Листик! Второй! Третий! На моей коже растет герань! Это, по-твоему, смешно? Ну-ка, покажите. Психолог подходит к Ольге, заглядывает ей за воротник, чтобы разглядеть ее спину. Правда растет. Занимательно. Занимательно? Занимательно? Это ты так называешь? Да я тебе сейчас... Это ведь своя работа, не так ли? Естественно. Или ты думал, что это урожайный год на герань? Твоя работа и исправляй. Правильно ли я понимаю? Ты добровольно отдаешь мне свое тело и доверяешь вести это дело? Да, исправь, только делай что-нибудь. Ну окей, сиди тихо и смотри, как работает настоящий профессионал. Доигралась? А ведь я тебя предупреждал. Как это ты сделал? А кто? Папа Римский, что ли? Ну я так не хочу! Я ведь старалась! Только не начинай, не заводи мне эту песенку про курсы. А герань цветет красиво. 1-0 в ее пользу. Вот тебе еще одно сходство. Если ты будешь просто стоять в горшочке на подоконнике, никто и не заметит разницы с Олей человеком. Заметят и будут скучать. Ну, кто, например? Мои родители. Действительно. Кто будет обвинять их в своих проблемах? По мне будут скучать мои друзья. Кто ж тебя заменит в придумывании сплетен? На работе заметят, что я пропала. И порадуются новому кустику герани. Кстати, тебя не смущает, что в этот список ты не можешь добавить собственную семью? В этом тоже я виновата. В том, что мужчины меня игнорируют. Прошлый твой бойфренд души в тебе не чаял, а ты с ним встречалась только потому, что тебе нужна была машина вождению учиться. Ну, А с его допустим. предшественником ты жила, чтобы перед подругами было кем хвастаться. И еще с одним, потому что у него богатый отец. Ты паразитка, но настолько банальная, что это даже меня не забавляет. А знаешь, что питает твое отвращение? Что же? Превращение. Твое недовольство жизнью. Пока ты его испытываешь, листья продолжают расти. И ты продолжишь превращаться в герань. Поняла? Вот и славно. В этот раз не получится проскочить в Ольчик, пожаловаться, что тебе все надоело, но не ударить пальцем о палец. А теперь двигай отсюда, кустик мой. Ставка на нее сделана. Интересно, сыграет? Ты снова психуешь. Эй, как непрофессионально. Образование и опыт работы почему-то не подготовили меня к одержимости. Ты не одержим, не выдумывай. Если раньше ты еще мог сомневаться, не сошел ли ты с ума, листья, зеленеющие на прекрасной Ольге, должны были тебе подсказать, что какая-то магия в твоей жизни появилась. Не то чудо, о котором я просил дедушку Мороза в детстве. Не смей ее превращать в герань, слышишь? Ну я что? Это уже не от меня зависит. Вообще, что за дурная привычка превращать человека в вкус без разрешения? Ну, на такое сложно получить разрешение, знаешь. Судьба Ольги теперь в ее руках, а в твоих две другие. Сегодня к тебе на прием записались Света и Шумимуш. Кто был прав? Я был прав. Кто молодец? Ответ очевиден. Ее муж согласился пустить. Ну, а куда же он денется? Я тебе говорил, полет от стенки к стенке – весомый аргумент. Готовься, скоро познакомишься со злым и страшным Шумимушем. Дверь распахивается,
Первым входит Евгений Шумильчик, который тащит за руку жену. Ты посадил мою жену на бутерброд. Какие еще бутерброды? Женя, не надо. А что ты ей дал? Что это за дурь? Она ничего не понимала. Ага, конечно. И она на чистом энтузиазме и на гематогене из аптеки вмяла меня в пол. Женя, не случайно. Есть такая вещь, как состояние аффекта, но до него нужно довести. Какое еще состояние аффекта? Ты неисправим, реально тебе ничего доверить нельзя. Ты что, тоже на наркотиках? Значит так, не ты, а вы. И не на наркотиках, а в профессиональном рвении я спасаю это несчастное существо от тебя. Это моя жена. Я могу делать с ней все, что захочу. А вот и сюрприз. Не можешь. Я так считаю, общество так считает, уголовный кодекс так считает, и даже здравый смысл, и тот на нашей стороне. Вы его не слушайте, доктор, он так шутит. Ну да уж, по нему видно, что он просто душа компании. Кстати, чего же? Просто так им пол протерла? Или снова познакомилась с ладошкой? Ты уже жаловаться начала? Ну кто ж будет жаловаться, когда любимый муж оплеухи отвешивает? Да не бил я ее. А что делал? Воспитывал. Просто не семья, а мастера и насказания. Мне нравится. Тогда кража это не кража, а заимствование вещей без предварительного спроса. Убийство – немножко лишения жизни, а изнасилование – веселое приключение с элементами родео. Не нужно поясничать, а? Светка просто довела меня и получила. Она сама прекрасно знает за что. Но когда она бьет тебя, это уже возмущает, да? Я просто хочу понять, как? А еще хочешь убедиться, что это не повторится. А то мало ли, она и нос твой красивый сломает, или оторвет что-нибудь. Слушай, ты нарываешься. Ну, Женечка. В этот момент у Светы в кармане звонит телефон, и она выходит из кабинета. Это и с работы звонят. Займут минут на 5. Откуда ты знаешь, что сработает? Я очень хорошо угадываю. Хочешь, я еще что-нибудь угадаю? Да знаешь, что ты скажешь? Какая она хорошая, какой я плохой. Как я не заслуживаю ее, ей нужно бежать от меня, так? А, вот и нет. Я знаю, что ты ее любишь, мне это как-то без разницы. Меня веселит другое. Ты привык, что она принадлежит тебе. Эта девица для тебя даже не человек, она предмет. Какой химией ты коришь мою жену? Когда я назвал тебя чмом, вопросов не было. Ладно, если по делу твоя бабенка взрослеет, и ты это либо принимаешь, либо нет. Да, и как же ты меня заставишь? Но мне и не нужно тебя заставлять, все уже сделано. В кабинет возвращается Света. Ой, а где Женя? Домой уехал, сказал ему, вся эта бредятина не нужна и неинтересна. Я же говорила вам, что ничего хорошего из этого не выйдет. Светка, ты ослепла совсем? Я же прямо перед тобой сижу. Ведь в какой-то момент я подумала, что у нас действительно получится нормально поговорить с вами, когда я его оттолкнула. Ей, значит, меня толкать понравилось. Я не хотела ему навредить, вы не подумайте. Светка, не поясничай, посмотри на меня. Евгений пытается дотронуться до плеча жены, но его рука словно натыкается на невидимую преграду. Как Евгений не старается, он не может коснуться Светы. Это еще что за чертовщина? Мне тут звонили, доктор, на работу. Иди, ни о чем не беспокойся. Думаю, сегодня шумный муж сделает для себя соответствующие выводы. Ну, я сомневаюсь, доктор. Женя такой упрямый. На него 9-этажный дом должен рухнуть, чтобы он хоть вверх посмотрел. Вот ведь коза. Ничего, до того, как он успел уйти, я дал ему пищу для размышления. Пусть жует. Спасибо, доктор. Может, что-то и получится. Кто это знает? Не сомневаюсь. Света, мать твою. Света уходит. Ты что сделал? Это не смешно. А мне смешно. У тебя, кстати, не так много времени. Ты что, собираешься меня убить? Ну, зачем мне тебя убивать? Ты уже и так призрак. Не понял. Да, ситуация непривычная, а ты чуть тупой, поэтому постараюсь объяснить быстро и просто. Умер ли ты? Пока нет. Я сразу превратил тебя в призрака. Так что теперь ты, шумный муж, невидим для всех, кроме меня. А еще ты связан со своей женой и не можешь отдалиться от нее больше, чем на 500 метров. Как козлик на привязи. Скоро почувствуешь. Этого не может быть. Я этого так не оставлю. Ну, конечно, не оставишь. У тебя и выбора-то нет. Ах, да, чуть не забыл. Ты все еще можешь поговорить со Светой, но только по телефону. И главное, не задумайся и жаловаться, что я тебя превратил в призрака. Света, конечно, наивная девочка, но такому не поверит и она. Когда это кончится? Приходи с ней на следующий сеанс, доброе привидение. Тогда и поговорим. Все, не скучай.
Евгений уходит. Есть хоть какая-то грань, которая заставит тебя остановиться? Ну, а я что? Да ты рушишь семью. Да какое там? Смотрит на свою Светочку, увидит, как она его любит, и угомонится. Они примитивные, как грибы, никакой интриги. Это не все, что он может увидеть. На одном из предыдущих сеансов, до того, как ты вломился в мою жизнь, я рекомендовал Свете флиртовать с коллегами, чтобы повысить самооценку. Ну ты даешься, Тоша. Никто из нас семьи-то рушит по итогу. Это не смешно. Я боюсь за Свету. Зря. Призрак он ей ничего не делает. Но он же вечно будет призраком. Я его в таком состоянии и не собирался оставлять, если ты об этом. Но до того, как я верну ему человеческое тело, пройдут минимум сутки. Посмотрим, какие выводы шумный муж сделает за это время. Ничто так не отрезвляет, как денек загробной жизни. Дверь в кабинет открывается, входит Максим. Ты помнишь, что мы записывались на прием? А я говорил тебе, что он вернется. И все возвращаются. Фалафель. Что? Фалафель. Насколько вам близка эта тема? Не слишком, это что-то кулинарное? Это шарики из бобов и фасоли, запекающиеся во фритюре. Познавательно, но, боюсь, мне это неинтересно. Я вот тоже так думал. Но сначала я обнаружила, что моя камера, которая никогда раньше меня не подводила, развалилась к лешему. Потом оказывается, что диктофон записал 2 слова и отправился следом за камерой. Какая камера? Какой диктофон? Смешно вам, да? Дальше еще смешнее. А как хочется просто. Я написал статью. Я отправила эту статью редактору. Мы знакомы много лет, он мне доверяет, я ему тоже. Мне не приходится сомневаться, будут ли поставлены на портал мои статьи. Я и так знаю наперед, что будут. А вот теперь наступает самое интересное. То есть вы знаете, что дальше произошло? Ничего я не знаю, продолжайте. Этим утром, значит, я открываю портал, чтобы почитать комментарии к своей статьи. А статьи нет. Я звоню редактору, он мне сухо, припомню, оценил, больше так не делаю. Вместо разоблачительной статьи про вас, я прислал редактору подробную статью про фалафель. Я знаю, что это ваше рук дело. Моих? С какой стороны? Вот и мне, знаете ли, любопытно, как это произошло. Это что, гипноз, не знаю, какие-то препараты. И вы туда же. Так значит, я не единственный пострадавший. Не знаю, чего вы страдаете, но точно не от меня. А от кого? Я ни хрена не знал про фалафель раньше. Ты влез мне в мозги, подставил меня, чуть не разрушил мою репутацию. Ну, не начинай, там твоей репутации было. Карточный домик звучит, тот сложнее. Ты понимаешь, что я заставлю тебя ответить за это? Ты не можешь влиять на меня вечно. Вызов принят. Ой, вы его этим только поощряете. Максим выбегает из кабинета. Он ведь не сдастся. Ня. И ты не сдашься. Ну, я еще более упрям. Но он вряд ли угомонится и будет докапываться до нас. Или, быть может, он просто сойдет с ума. Если кто-то сойдет с ума, то только я. Ты превратил мою постоянную клиентку в герань. Частично. Ты сделал мужа другой моей клиентки призраком. Ему очень идет. Ты управляешь мыслями популярного столичного журналиста. Было б там чем управлять. 3 мысли на пустую башку. Все это ты умудрился связать со мной. Ты слишком агрессивный, мозгоправ. Лучше скажи мне вот что. Ты снова будешь ютиться здесь, как бродяга? Ты прячешь свою семью от меня или прячешься от них сам? Надеюсь, Максим удастся тебя остановить. О, это вряд ли. Если не справится он, тогда лучше я сам себя задушу. Просто чтобы придушить тебя. О, вот на это я бы посмотрел. Давай, беру на слабо. Действие второе. Психолог берет со стола документ, читает, раздраженно сминает и бросает в Трикстера. Промахивается. А ты скотина, а? Они продолжают записываться к тебе на прием, не так ли? У меня больше записей, чем когда-либо. А все твоя магия. Вот магия тут как раз и ни при чем. Просто я слишком хорош в твоей роли. Лучше, чем ты сам. Меня не оставляет ощущение, что этот хаос никогда не прекратится. И станет только хуже. Я за день многим из них помог больше, чем ты за год. Кстати, а тех, кто ходит ко мне год. Оля не записалась сегодня.
Может, наконец одумалась? Вчерашний урок немногим достается. Зато Света есть. Да, она сегодня первая. Подумаю отменить этот визит. Чё это? Света хорошая девушка. Ее нужно спасти от тебя. Ну давай, спасай. Но не забудь, что Шуми муж тогда навеки останется непрекаянным пухом. Вот видишь, теперь ты, можно считать, взял кого-то в заложники. Перестань кокетничать, это будет весело. Мы уже помогли твоей Оле, теперь поможем всем остальным. Когда там крошка Света записана? У нас сегодня будет первая. Максим тоже придет. Тем лучше. Тебе, кстати, жена звонила, а ты не ответил. Почему ты не ответил? Давай лучше займемся делом. Войдите. Ничего, что я раньше пришла. У меня просто немножко ситуация изменилась. Ничего страшного, проходи. Тут вам цветы доставили. Какие цветы? Да вот. В приемной стоит горшочек, на нем записочка с вашим адресом и именем. Давайте я вам принесу. Света на секунду скрывается, а появляется уже с горшком герани. Света проносит герань мимо шокированного психолога и ставит на стол. Светочка, ты не могла бы подождать в коридоре? Совсем немного. Я вдруг вспомнил, что мне нужно срочно отправить письмо. Да, конечно, я ведь сама раньше пришла. Конечно. Я позову тебя. Да не торопитесь, я подожду. Это то, что я думаю? О, да. Как? Очень просто. Кто-то решил воспользоваться годами проверенной стратегией. Сесть на задницу и ничего не делать. А жизнь штука непредсказуемая. Сегодня тебе лень что-то менять, а завтра ты герой. Да я не об этом. Оля, как можно было такое допустить? После предупреждения. Прямого предупреждения, Оля, серьезно. Ей тебе ответить не о чем. У нее листики. Вероятно. А ты как думал? Люди, которые сами губят свою жизнь, не меняются за одну ночь или даже неделю. Ладно, давай начинай расспрашивать, как меня, как ей помочь. Да не буду я. Что, правда, что ли? Сил нет, достала. Хватит. Я сколько уже пытаюсь ей помочь. Я верю, что у нее проблемы, что она не может найти выход. Вот пусть цветет теперь. Я умываю руки. Слышала? Ты, кстати, должна быть счастлива. Ты хотела простую жизнь, ты ее получила. Никаких тебе теперь заданий, конфликтов и бытовых проблем. Просто расти и цвети. Больше вообще ничего делать не надо. Тебе даже мужика теперь искать не надо. Я тебе пчел подгоню. Пчел. Никогда не думал, что скажу такое. Хватит издеваться над геранью. У нас есть еще клиент, который еще не безнадежен. И даже не один. Светочка, заходи. Вы знаете, я долго думала, что сказать, как сказать, пока шла сюда. Но так и не придумала. Ну, вроде горе у меня, но я его не чувствую как горе. Это вообще нормально? Евгений демонстративно садится и косится то на Свету, которая его не видит, то на психолога, который видит его прекрасно. Сегодня утром она сказала подруге, что это лучший день ее жизни. Помните, мы вчера с Женей были у вас? Я с тех пор его больше не видела. Я сначала жутко испугалась, но скоро от него смс-ка пришла. У меня все хорошо, занят. Это ведь повод для беспокойства, правда? Не обязательно. Я именно так и подумала. Сначала расстроилась, пришла домой, расплакалась. Но я ведь привыкла плакать. Я очень часто плачу по вечерам, когда прихожу с работы, разговариваю с Женей. Я тогда еще задумалась, ну с Женей плачу, без Жени плачу, ну что за дела? Мне вдруг так смешно стало. Сейчас она расскажет вам счастливую сказку о том, как хорошо жить без мужа. Не, я за него беспокоюсь, вы не подумайте. Но мне нравится, что на меня никто не кричит, никто не критикует. Вот только не надо меня каким-то монстром выставлять. А весело ей, потому что у нее другой есть, а я ей того особо-то и не нужен. В общем, я совсем запуталась. Ну, я хочу, чтобы Женя...
Значит, Света прислушалась к моим рекомендациям, стала больше общаться. Раньше ты хоть место на диване занимал, но я и эту проблему решил. Я дал ей жизнь, в которой ни о чем не нужно беспокоиться. Кроме того, как угодить тебе. То есть роль шута для аудитории из одного мелкого, вечно недовольного зрителя. Люди идут работать и учиться из-за нужды. У меня такой нужды не было. Люди сложные существа, Евгений. Расскажите мне вот что. Вступил ли в эту историю юрист? Проснулся, старый сводник. Тысячелетнее чудовище называет меня старым. Дожили. Юрий вступил в ритме вальса блин. Приползает к ней и чирикает. Так он у тебя червяк или птица? Урод он, знаешь же, что она замужем. Кольцо не видел, что ли? Кольцо в ее случае напоминание о том, что ждет ее дома. А дома ее ждешь ты во всей красе. А чем я плох? Проще сказать, что в тебе хорошего. Хотя нет, не проще. Продолжай. Он не поет про красивые глаза. А это что? Хи-хи-хи, покраснела вся, но проще его не гонит. Как ты себе это представляешь? Он ей: Светлана, у вас такие красивые глаза. А она прижимает к сердцу твой портрет с криком: гори в аду, склоняющая меня к разврату тварь. У меня есть шумильчик. Что может быть лучше? Настоящая забота в обучении жизни. Так можно обучить разве что болезненной созависимости. Хорош прикрываться псевдонаучными словами. Я воспитал Свету. И не собираюсь отдавать какому-то козлине. А кто тебя вообще спрашивать-то будет? Положи на одну чашу весов себя, на другую молодого мужика, который пинцетом бороду подравнивает. И одинаково не нравитесь вы оба. Но тетка твоя возьмет того, который болтает красиво и пахнет приятно. А это не ты, друг мой шумик. Какой я тебе друг? Хреновый, как и всем остальным. Хотя были у нас тут случаи, когда мы из бесполезных предметов полезные делали. Хочешь, попробуем? Ничего не буду пробовать. Светка вышла за меня замуж. Это важнее, чем. Все. Впервые сказал по делу, почти уважаю. Она тебе нужна, ты ей нет. Сделай, чтобы было по-другому. Трикстер пренебрежительно поводит рукой в сторону Евгения, потом отходит от него. Евгений нерешительно подходит к Свете, касается ее плеча и убеждается, что может ее коснуться. В этот момент Света просыпается. Ой, Женя, а что ты тут делаешь? За тобой приехал, конечно. Мягче. Потому что люблю тебя. Ты этого уже 100 лет не говорил. А побелки-то немного надо. Значит, дурень было, что не говорил. Теперь буду говорить. Ну ты даешь. Женя, что с тобой сегодня? Куда мы? Сюрприз. Да он пока и сам не придумал. Но сюрприз, да, удобное слово. Сюда тебе больше ходить не надо. Извините, доктор. Спасибо. Все хорошо, все так и должно быть. Видишь, вот так бывает, когда люди действительно хотят изменить свою жизнь. А если хочешь узнать, что бывает, когда они плывут по течению, я поставлю напротив тебя зеркало. Прекрати над ним издеваться. Когда ты превратишься обратно в человека. Ну, я при чем тут? А кто ее в герань превратил? Если учитывать все детали, она сама. Ты еще скажи, что это произошло бы с ней в любом случае. Даже если бы ты не встретился на ее пути. Не скажу. Но я ей простым, понятным языком объяснил, что делать, а чего не делать, чтобы не быть гранью. Она предпочла быть. Что теперь? Я обиделся. Не собираешься ее возвращать? В смысле, снова делать человеком? Я еще не определился. А иначе, черт возьми, что я за трикстер такой, если меня так легко уболтать на помилование. Это какой-то кошмар. От меня когда ты отстанешь? Когда ты усвоишь тот же урок, что и она. Я бы спросил тебя, что это значит. Ты мне все равно не ответишь. У меня нет ни времени на это. Скоро будет очередной клиент. Твой любимый. В кабинет входит Максим. У тебя такой вид, будто ты на расстрел пришел. Что случилось? Моя жизнь кончена. Поконкретнее нельзя? Думаю, вам и так все известно. Ведь чистая сила. А теперь вопрос к нечистой силе. Что с ней случилось? Сам пусть рассказывает, нечего лениться.
Это, кстати, еще один пример того, что бывает, если игнорировать мои предупреждения. Я для чего вообще говорю, чтобы меня игнорировали? Я просто хотела раскрыть правду. Ну и как, правдоруб? Топор подвел? Немыслимо. Да, немыслимые вещи тут порой случаются. Чтоб настолько... Вы что, дьявол? Просто практикующий специалист. В моей жизни все сломалось. Не утрируй, там ломать-то особо нечего было. Сколько у тебя той жизни? Мне казалось, что достаточно. Теперь я больше не могу писать статьи. Ну, точнее, могу, но место им что? Разве в каком-нибудь кулинарном блоге? В чем проблема? Измени описание своего профиля на «счастливая жена и мать» и вперед рассказывает, как блинчики печь. Ну, это еще не все. Моя репутация, годы, все сгорело. Один промах, просто неловкий момент. 2 промаха, делая вид, что это шутка. 3 промаха, и меня начинают сторониться. Меня уже как новичка какого-то посылают на вычетку, а я ее не прохожу, мои статьи бракуют. Ну, такое случается, когда просят аналитику, а получают оладушки. Вас это веселит, значит. Весьма, потому что твои 1 промах и 2 промаха – это сорвавшаяся попытка испортить жизнь мне. Ни за что. Ну, тебя тоже не все любят. Я и так это знала. Но думал, что людей, готовых мне помочь, будет, ну, чуть больше. Я тебя умоляю. Толпа, которая льстит тебе в интернете, переменчива. Пока ты смешно пишешь и размещаешь красивое фото, ты на коне. Но твое нытье – это не тема. Ладно, карьера моя вам не понравилась, ее испортили. Жизнь мне испоганили, за что? С жизнью-то что не так? Затопил соседей, поселяю их из квартиры. Девушки теперь уже бывшие, мои проблемы не слишком понравились. Друзья внезапно стали все время заняты, да я их и не виню, я бы и сам с собой не решился связываться. Все не может сыпаться одновременно. Очень даже может. У судьбы чувство юмора на 2 тона темнее, чем у меня. Ну и сейчас я пришел не по адресу, и мне нужно снова жаловаться на судьбу. Я не того хотел. Да, ты хотел славы, денег и доступных женщин. Уважаю. А получил вот это вот. Ладно, допустим, я был неправ. Просто допустим, я с этим пока что не согласился. Ну, и что теперь? Первый шаг к решению проблемы – это ее признание. Помнишь? Ты разве не про алкоголизм? В твоей формуле та же, в твоей жизни та же формула подойдет. Спасибо. Да, деликатность его конек. Эх, люди и растения. Все это вам нужно на пальцах объяснять. Ты живешь удобно. Есть ты, а есть дебилы, то есть все остальные. Но вот оказалось, что один ты не вывозишь, а дебилы не спешат тебе помогать. Если бы земля действительно стояла на 3 китах, ты бы уже напинал каждому из них, отбив у всех 3 желание держать конкретно тебя. Метафору понял? Сложно не понять. Ты не романтик с чемоданом, всегда готовый к странствиям. Ты в реальности, где заливают соседей и выставляют на улицу. И вот перед тобой свобода, и в руке у тебя чемодан. Но тебя ждут не Альпы, а какая-нибудь ночлежка. Тебе пригреться в чужом доме, да только тебя не спешат туда пускать. Как думаешь, почему? Потому что подкаблучники. Подумаешь, пару шуток отпустил про их унылую жизнь. Люди не очень-то любят, когда кто-то топчется по их ценностям в немытых галошах. Что теперь? Что мне нужно делать? Любить то, что любят все, познать добро и все такое? Маразма только не надо, а? Ты не через чистилище прошел, ты просто сыграл свою игру и проиграл. Я тебе объяснил правила, ты сделал ставку. Тут как в казино. Если влез, расплачивайся. Можешь спиться, как вариант. Так себе прям. Тогда поднимайся наверх, а не сопли прямо на меня лей. Ты поднимался уже. Вы показали, как легко сбросить меня вниз. Самое главное у тебя отнять нельзя. Да я что хочешь у него отниму, главное не провоцируй. И что же это главное? Мастерство, навык, терпение. Возможности остались за тобой. Поднимайся. Хотелось бы указаний попроще. Ладно, в качестве исключений можно и это. Что, серьезно? Да, дам 2 простых, пусть и несколько странных указаний. И удача к тебе вернется. Максим оживленно поднимается с кресла, поворачивается к Трикстеру. Годится. Целуй герань. Что? Вот герань стоит. Вон герань стоит на столе. Целуй давай. Зачем? Ты сам просил. Конкретные простые указания. Я не обещал, что они будут адекватными. Ладно, допустим.
Максим несколько секунд медлит, но все же наклоняется и быстро целует Герань. Ничего не происходит. Смотри-ка, он это сделал. Дальше-то что? Да, что-то на которое я рассчитывал, не случилось. Потому что чудеса случаются редко и не со всеми. А ты только что показал, как легко тебя развести на полнейшую глупость. Плох ты, в общем. Я тебя сейчас придушу. Это вряд ли. А вот тебе второе указание и самый важный урок. Бери герань и дуй отсюда. Герань оставишь у двери, у меня в приемной. Пойми уже, никто не будет решать твои проблемы. Никогда. Не надейся, что какой-то чувак все устроит тебе, потому что ты вовремя куст поцеловал. Вперед, из песни. Да пошел ты! Максим берет с собой Герань и постепенно уходит с ним. Я ожидал от тебя другого. Не сомневаюсь. Дай угадаю. Ты ожидал, что он ее поцелует и герань превратится в принцессу. Ну, вроде этого. Не будет этого. Чудеса – награда за работу, а он еще ни черта не сделал. Может и не сделает, если она не поможет. Кто? Дверь распахивается, в кабинет врывается Ольга. Что это было? Чудесная метаморфоза. Я не про это. Почему меня какой-то незнакомый мужик целовал? Потрясающе. Ее превратили в растение, но злится она, потому что ее джентльмену не представили. А за это ты должна меня благодарить. За что? За пробник. Какой еще пробник? Мужчины. Кстати, как он? Нормально целуется? С геранью. Ну, для него это тоже, думаю, было впервые. Но он тебя заинтересовал. Ой, с чего бы это вы взяли? Ну, с того, что я не зря велел ему оставить тебя у двери. Снова превратившись в человека, ты могла бы сбежать отсюда, не разговаривая со мной. Ну вот еще. Откуда мне знать, что через 5 минут я снова не стану геранью? Вот тебе мое слово, не станешь. А теперь можешь уйти или остаться. И зачем же мне оставаться? Если он тебе понравился, круг замкнулся. Вот оба сейчас на линии старта. Почему бы не начать вместе и не посмотреть, что будет? Вот его номер, звони. Это глупо. Он не знает, кто я. Ему сейчас все равно. Одиночество в большом городе – страшная штука. Для одного из вас это уже вопрос выживания. Я умирать не собираюсь. Ну тогда делай выводы. Твою мать! Зажав руки Априла, Ольга выбегает из кабинета. Ты что, правду ей сказал? Или припугнуть хотел? Правду, конечно. Максим натура увлекающаяся, романтичная не по веку. Он сейчас в Москву пошел. Если она не успеет ему позвонить, он вполне может прыгнуть. Но она успеет, не дергайся. Нет, это уже за гранью. Да прекрати ты к ним цепляться. Да я к ним цепляюсь. Ага, потому что если ты перестанешь спасать их, тебе придется жить своей жизнью, а ее уже давно нет. Да что ты знаешь вообще? Наверняка не так уж много, но кое-что заметил. Почему ты не идешь домой? Почему не отвечаешь на звонки? Ты так и не сказал мне. Потому что нет больше того дома. Доволен? Там уже другой человек. Все настолько запутано, что лучше и не связываться. А на звонки я не отвечаю, потому что от меня что-то нужно. Что-то, но не я. Ты хоть понимаешь, что ноешь? Свою жизнь сломал и ноешь, хотя должен выслушивать нытье других и наставлять их на путь истинный. Когда ты оставишь меня уже в покое? Но это не от меня зависит. Понял? Да я и сам вижу, что не понял. Придется признаваться, я вот все думал, почему я не могу из тебя вылезти. И тут до меня дошло. Не могу, потому что не я это начал. Да ты разрушил мне все! Да, но только после того, как ты меня призвал. Ты же мне сказал. А я бухой был, сам не все помню. Хотя я сказал тебе по делу. Да, я был рядом. Да, кушавшись сверх меры того, что детям обычно не наливают, решил поколдовать. Но все, что было дальше, твоя вина. Почему я не оказался именно в тебе? Да потому что ты призвал меня. Кто после очередного звонка своей женушки подумал, что угодно сделаю, лишь бы из этого бардака вырваться. А? И вот он, я, твое что угодно. Я не мог призвать тебя. Это еще почему? Ты никогда не сделаешь то, что могу я. Ты, да легко. И даже больше. Что ты там умеешь? Картина бумажки бросать? Тоже могу. Неожиданные глупости делать. Без проблем. Опа!
Что еще? По мебели лазить? Ха, легко. Что еще осталось? Ха! Вот и твои многозначительные ха, я тоже умею. Ха-ха-ха. За кем последняя ха? Мне незачем было тебя звать. Знаешь что, окей, молодец, доказал, что я тебе не нужен. Тогда отпусти меня. А я тебя не держу. Так и скажи, Трикстер, ты свободен. И все, я исчезну навсегда. Справляйся сам, раз уж ты мой танец видел. Ну же. А вот и нет. Чего? А вот так. Я тоже уделять умею. Да ты с ума сошел. Ну да, сошел. Своего добился. Я тебя точно не отпущу. Понятно. Так я же хаос. А вот буду следить, чтобы ты не вышел из-под контроля. Ты только из-за этого меня не оставляешь? В жизни не поверю. Признай, я тебе нужен. Да, не меньше, чем я тебе. Потому что и ты в то утро искал, чье бы желание исполнить. Ты тоже от хандры пешаешься. У меня все запутано, а у тебя легко и от этого должно. Что, нечего на это возразить? Да ты за мной в жизни не угонишься. А ну попробуй превзойти. Да, пожалуйста. Трикстер начинает танцевать. Психолог присоединяется к нему, и у обоих получается неплохо. Трикстер останавливается, с любопытством смотрит на психолога, протягивает ему руку, и психолог ее пожимает. Ладно, раз уж ты меня не отпускаешь, давай сделаем так, что будет весело. Да, уж нужно подготовиться к завтрашнему приему. Не, я не об этом. Плевать на прием. Прямо сейчас мы едем с тобой домой. Домой? Ко мне? Не ко мне, а к нам. Все твое теперь мое. А ты как думал? Раз я застрял, а ты сплясал, я буду действовать строго по инструкции. Нет, умник, отправляемся туда, куда ты меня старательно не пускал. И если там тебя реально заменили, я тому мужику не завидую. Ну, так же нельзя. Хотя было бы неплохо. А что ты вообще ожидал? Хаос со мной, это хаос везде. Трикстер остался, шоу продолжается. Ха!